Центр Москвы. Недалеко от станции метро Серпуховская находится театр Терезы Дуровой. Сегодня здесь дают спектакль «Волшебная мельница Сампо» по карельскому эпосу Калевала. Но мы идем туда не просто так. Дело в том, что в постановке задействована наша землячка Ия Митюсярова, этнограф, этноисполнительница, и получается, что немного и актриса. В общем, приглашаю всех в театр знакомиться с нашей героиней Ией Митюсяровой. «Волшебная мельница Сампо» – это магический спектакль, и особую атмосферу всему происходящему придают якутские исполнительницы. Почти все действие на сцене находятся Ия Митюсярова и Ольга Сидоркевич. Они бьют в бубен, играют на хомусе, звучит горловое пение. В этой истории, в горловом пении, есть такое звучание природы, которого больше нет нигде. В чистом виде, природа в чистом виде. Вообще, что касается якутского горлового пения, ну, во всяком случае, есть такая, идея, что у вас по-другому сложен слух. Вы слышите то, чего не слышим мы. Есть какие-то слуховые рецепторы, которые дают вам, вашему народу, да, слышать это. В вокальных партиях есть основа, но именно вот эти вот какие-то звукоподражания включить, какие-то другие звуки включить, вот это вот именно в процессе самого спектакля появляется, что, оказывается, нужно здесь вот так вот звучать, а здесь вот так-то. Ия Митюсярова по первому образованию музыкант, но в этот спектакль она попала по счастливой случайности и быстро вписалась в коллектив. Она очень талантливый человек, и сцена очень любит талантливых людей. Сцена очень любит, и зрительный зал тоже, очень любит людей, у которых большой запас энергетики, большой запас знаний и культуры. И это никак не спрятать. Понимаете, и если человек притворяется, что он умный, это одна история, или что он знает, или что он умеет. А когда человек действительно несет в себе мощность знания своей культуры и своей этики отношения к людям, это очень важно. И сидит, она не вскакивает, она не бегает, она не прыгает, она не привлекает к себе внимания, но глаз от нее оторвать невозможно. Потому что внутренняя культура и ее профессионализм это очень привлекает. Ия поет и играет на хомусе не только в театре. В Москве ее часто приглашают на различные мероприятия. Она с удовольствием представляет культуру народа Саха. Для многих жителей и гостей столицы нашей Родины именно творчество Ии становится проводником к познанию якутских традиций. Ия, ну расскажи, давай с самого начала, да, где ты родилась и где твой дом? Я в 1983 году родилась в селе Хоро Сунтарского улуса, но родители практически сразу переехали обратно в Татту. Татинский район, село Харбалах, на берегу реки Амга. Я выросла там. А вот если говорить о детстве, что ты вспоминаешь? Вот часто бываешь там? Детство у меня связано с летником. Я обожала коров. Я мечтала стать дояркой. Да, я мечтала стать дояркой. Ну, это во времена совхозов, колхозов, да. И я думала, что вот, окончу школу, стану дояркой, буду активисткой. И каждое лето практически я жила с доярками в летниках. И прям после 5-го, после 6-го класса уже сама подрабатывала дояркой. Да, и поэтому я очень близка к природе. Я обожала одна ходить по лесу,
общаться с невидимыми своими друзьями. Да. Это с кем? Ну, типа духомечи, там, это природы. Ну, как-то так. Ну, детская фантазия, что тут скажешь. И почему именно творческое начало, вот почему связано с летником, да? Я во время перерыва, дневного и вечернего, я ходила в лес, собирала ягоды, там разговаривала, и я всегда на ходу сочиняла какие-то стишки, какие-то песенки свои, и я пела. Если говорить про творчество, вот ты уже сказала, что с самого раннего детства ты уже пела, да? Сначала в лесу для себя. В какой момент это вот переросло во что-то большее? Это когда я, наверное, поступила в школу. Меня просто, заставляли там петь таюк. Я могу ошибаться, но первая была учительница якутского языка Валентина Кровошапкина. Она мне дала текст и прям вот просто показала, как нужно петь, да? Как нужно петь. И я помню, что из деревни мои земляки, когда я с ними разговаривала, со старшими людьми, да, они говорили: «О, буки сарарыр каттакалахтах». То есть у нее даже при разговоре выявляется калгах. Уважение и любовь к якутской культуре наша героиня впитала не только от своих родителей. Большое участие в жизни Ии принимала бабушка. У меня бабушка была очень такая истинная саха женщина, да, которая вот прям соблюдала все традиции, обряды делала, и я всегда следовала ее указаниям, например, то, что на природе громко говорить нельзя, вот эти вот наши запреты, да, такие. Вот это вот скорее от бабушки, которая вот всегда кормила духов, разговаривала с духами. Поэтому у меня вот это вот есть. Если говорить про бабушку, да, вот эти вот обряды, которые она делала, ты их помнишь? Ты сегодня их воспроизводишь или нет? В основном это связано с духом огня. Она всегда, если готовит что-то вкусненькое, она первым делом угощала этим духа огня. Конечно, в деревне мы жили в частном доме с бабушками, дедушками, с дядями, тетями, все в одном доме. И бабушка, она всегда, вот когда какие-то праздники, она готовит там, например, оладушки. Первая оладушка духу огня. Я помню, что у нас коровы были, и она общалась с духом хатона, да, обязательно, когда корова отелилась, также с первого молока, да, делает оладушки, там, угощает духа хатона. После школы Ия поступила в музыкальный колледж на фольклорное отделение. Она дипломированный этноисполнитель и преподаватель. А как там проходит обучение? Обучение, классическое, музыкальное, конечно же, и сольфеджио, и музыкальная литература. А по специальности учат, как распеваться, как калгах ярче стал, асохой мы пели. Мне очень повезло. В мое время там асохой преподавал известный агохаджит Арсен Григорьевич Зверев. И я потом еще, когда он уже умер, стала утумтутачи, то есть последователь школы Арсена Григорьевича. Асохой особенность в том, что 3 жанра именно в себе держит. То есть ты должен петь, импровизация. Первая импровизация, второе пение и третье это танец. 3 жанра в себе держит. И то, что я его считаю сейчас, например, да, как зарядка для человека. Ты представляешь, вот целыми часами, да, ходишь, разминаешь свои вот эти вот кости, и при этом еще и поешь. Когда ты поешь, там же идет дыхательная гимнастика. Это я обожаю петь и танцевать асохой, потому для меня это как зарядка тела, ума.
А был какой-то рекорд у тебя? Там, столько-то часов ты пела Асоха или нет? Когда в музыкальном колледже учились, да, мы каждые выходные ходили на этот Асохай, который проходит в Арчижете. Ходили, пели, но чтобы специально так посмотреть часы, сколько я пела, нет, у меня такого не было. Я никогда не засекала время специально. Но это сложно или нет? Каждый человек сможет это сделать или Да, нет? конечно, Да? каждый человек. И, ну сейчас будет у нас мастер-класс. Ага, мастер-класс по Асохай у нас будет. Давай. Научимся правильно ходить и правильно повторять. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Ого, кай дорога, кай. Ого, кай дорога, кай. Хе, кай дерея, кай. Кай дерея, кай. Ого, кай дорога, кай. А шаг, он какой должен быть? Должен, качаясь, чтобы не устать. Мы же очень долго будем танцевать. Легко переступая идем. Вот. Вперед, назад, как бы качаясь, да? Угу. Самые главные основы, то есть Асоха, по идее, да, это, ну, то есть нужно браться за руки, да, правильно я понимаю, и Качаясь, да, по ходу солнца. качаясь по ходу солнца. В обратную сторону нельзя идти. В обратную нельзя, конечно же, потому что мы солнцепоклонники, мы всегда, наши движения, они всегда идут по ходу солнца. Мы обращаемся к нашим верхним божествам Майи, духам природы Ичи, и благодарим во время, конечно, же танца, что у нас все хорошо, что мы хорошо перезимовали, и чтобы у нас все еще в дальнейшем было хорошо. Будем дальше танцевать. Хороводный танец наш. Хороводный танец наш. Вот я хочу все-таки от тебя услышать, да, когда, в какой момент ты все-таки поняла, что эта культура, она в тебе, и тебе хочется ей делиться? Когда я стала выезжать на какие-то конкурсы во время музыкального училища, да, во время учебы музыкального училища, когда я поняла, что, оказывается, моя культура, она такая уникальная. С культурой других народов, когда встречаешься, да, и ты видишь, что, оказывается, уникальная у нас культура. И вот тогда именно я поняла, что я не зря поступила в музыкальный колледж, я не зря учусь этому ремеслу, да. Это когда именно встречаешься на фестивалях, конкурсах с другими народами, ты понимаешь, что у тебя уникальный фольклор. Если говорить про этноисполнительство, что нужно для этого? Какие-то особые голосовые данные необходимы, да, или что? Вот. Нет, я считаю, что каждый человек, каждый саха, говорят же, есть даже пословица, что олордунданыры кенден, да? Это получается, каждый человек имеет свой уникальный талант. Но, наверное, чуть-чуть какой-то слух надо, наверное, иметь. Ага. Если слух будет, то я считаю, что каждый может овладеть этим искусством. У меня есть ученики, которые вот никогда не пели с калыгахом, да, традиционные песни. Калах — это вибрирование, да? Калыгах вообще по профессионально, если объяснить, это фальцетные звуки называется. Это как красота. Делаешь красоту. Вот да, это, да? Да. Делаешь красоту при пении. Это именно считается нашим маркером, показывающим, что именно вот якутское, да, именно наша отличительная черта. Каждый может калыгахом овладеть, да, но при этом именно если ты запел с калыгахом, это считается, что это человек из народа саха. Можешь что-нибудь воспроизвести сейчас? Но де до бебеем энере
Аядан айылан үеске биппит. Это из Аланхо, нашего греческого эпоса, песня Аюм Сурудаган, шаманки небесной. Ия прекрасно владеет не только голосом, но и виртуозно играет на хамусе. Говорят же, что хамус лечит. Ты этим пользуешься или нет? Да, я как астматик могу сказать, что для меня хамус – это как дыхательная гимнастика. Для меня мое этнопение – это дыхательная гимнастика. Да, я всегда должна знать, что… я всегда знаю, что при помощи творчества своего, да, я сама себя изнутри оздоравливаю. Вот если уже переходить, наверное, к твоей научной деятельности, да, она тоже связана Да. с медициной немножко. Да. Да? Я очень много читаю про, например, этническую музыкотерапию, например, да. И ко мне ходят люди, чтобы научиться, например, петь тоюк, сохай и играть на хамусе. Я всегда им рассказываю, как это будет влиять на их здоровье. Как бы это получается, у меня связывается мое творчество и научная деятельность. Да? Для того, чтобы нормально, доступно рассказывать, я должна сама это через себя пропустить. Ия Микюсярова – младший научный сотрудник Центра медицинской антропологии Института этнографии и антропологии Российской академии наук. Ия, мы же с вами находимся в историческом здании Президиума Российской академии наук. Когда вы сюда впервые попали? Какие были у вас впечатления, эмоции? Это был 15-й год. Мы с Аизой Петровной Решетниковой, моим руководителем, я в то время работала в Музее музыки и фольклора народов Якутии под руководством Аизы Петровны Решетниковой. Мы приехали на фестиваль «Интермузей». И Аиза Петровна говорит: Иечка, ты должна защищаться, ты должна написать диссертацию и защититься. Давайте поедем в здание Российской академии наук, в Институт этнологии и антропологии у Валентине Ивановне Харитоновой. Тогда мы сюда приехали, я была поражена масштабом этого здания. Внешний вид этого здания, конечно, завораживает. А когда внутрь попадаешь, это дух здания, он сам тебе помогает заниматься наукой, можно сказать. Но у вас же есть какие-то любимые места наверняка, да, и такие виды еще открываются, просто фантастические. Если за нашей спиной, хочется все время смотреть туда. У меня, конечно же, есть любимые места, куда я хожу, чтобы чуть-чуть разгрузиться и сыграть на хамусе. Есть такие места. Пойдемте туда? Да, конечно. Но Иечка у нас интересна тем, что она не только занимается исследованием, между прочим, своей же Якутии, она там исследует традиции народной медицины, традиции того, как все это меняется, во что превращается, так сказать, вот эта практика народно-медицинская сейчас, как внедряется в вашу медицинскую здоровье-сбережение традиционные медицины Востока и так далее, и так далее. Это чрезвычайно интересная тема. Я не могу сказать, что она сама по себе творческая, да, хотя там тоже довольно много всего любопытного. И Александровна, ей, конечно, было довольно сложно вписаться в новую научную среду, тем более, что она человек творческий. И вот в этом плане человек успешно очень сочетает науку и творчество. Может быть, даже пока немножко больше творчеством занимается, но я надеюсь, что вот мы немножечко тут в ближайшее время поднажмем и наукой тоже очень активно позанимаемся с тем, чтобы она действительно уже вышла на финишную прямую со своей кандидатской. Ия, где мы сейчас находимся? Это самое мое любимое место, называется «Зимний сад», здание Президиума РАН. Когда хочется уединиться, я всегда прихожу сюда. Почему мне нравится этот именно зал? Потому что тут зелено, и я как саха
обожаю природу, обожаю по лесу гулять. И как бы частичка маленькая Якутии, наверное, в здании в этом. Ну, здесь еще атмосферно, да? Да, очень Прямо атмосферно. Как будто бы это такой театр, и даже эхо здесь есть. Да, шикарное эхо. И здесь можно хоть сколько играть на варгане, на нашем якутском. Никто не против? Нет, никогда. А если даже меня застают работники, они прислушиваются и дожидаются конца, и даже аплодируют иногда. Наш институт, которому уже более 90 лет, с самого своего основания отличался тем, что здесь собираются лучшие научные силы и представители из регионов России. У нас большинство отделов созданы по региональному принципу. Отдел Севера и Сибири, отдел Урала и Поволжья, отдел Кавказа, группа Средней Азии и так далее. И во всех этих отделах работают люди, приехавшие из регионов. И мы очень рады, что в институте у нас работает Ия Александровна Микусярова. Тот человек, который достойно представляет Республику Саха, Якутию. Она представляет не только как научный сотрудник, но и как творческая личность. И когда мы проводим разного рода мероприятия, в том числе и публичные лекции, и семинары, она всегда достойнейшим образом представляет свою республику. Носитель культуры, говорящий на родном языке, говорящий о своей малой родине в большой стране, это большая радость для всех и большое достижение, еще раз скажу, для нашего института, что у нас работает талантливый исследователь и неравнодушный человек. Якутия – это место во всех смыслах чрезвычайно интересное. Чрезвычайно интересны все аспекты культуры якутские. Да? И вот то, что касается, мы же говорим про Ию Александровну, да, ее творчество, которое связано с народным песнопением, с народной культурой, вот это вот, конечно, просто вызывает восторг, когда люди знакомятся с тем, что происходит даже сейчас в Якутии, да, они изумляются, насколько это красиво, какие изумительные костюмы, какие прекрасные песнопения, какие великолепные благопожелания. Ну, я не знаю, какие ритуалы гигантские сейчас у вас проводят. Это же просто потрясающе. Аиза Петровна очень была взволнована и очень была рада тому, что я пойду учиться в Москве. Она в кабинет меня пригласила и такая говорит, даже вот со слезами чуть-чуть на глазах: «Иечка, вы представляете, да, вы же будете учиться в Москве. Маленькая девочка из глубинки учиться будет в Москве. Ты запомни это, именно этот момент», она мне сказала. Ты как этнограф, ну расскажи все-таки уникальность якутской культуры в чем? Вот с научной точки зрения, может. Музыкальный фольклор, да, наш, заключается в том, что вот мы очень близки к природе. Вот у нас есть что-то дикое, природное, да, то, что мы до сих пор с собой носим. Очень многие народы растеряли свое, именно традиционное. И поэтому они даже вот бывает с слезами на глаза подходят и говорят: вот вы такие молодцы, что до сих пор свой фольклор бережете, людям рассказываете, показываете, а мы вот, видите, у нас нет. Всегда после нашего выступления ажиотаж большой, люди восхищаются нашим фольклором. Да, я очень горда тем, что я являюсь именно Саха
саха кейді. Уруй айхал болохтон. Уруй айхал. Уруй айхал. Уруй айхал. Максим Кардозу, Виктор Улисов, Айтал Байтунов, Москва.